Прошли новогодние праздники и скоро начнутся футбольные матчи. Это и чемпионаты разных стран, и Лига чемпионов. Для всех любителей футбола это новое место – кафе «Барселона». Здесь можно отдохнуть и посмотреть прямые трансляции игр любимой команды. Сегодня, сразу после того, как мы посидим здесь, мы пойдем в ночной клуб 49. Я хочу показать тебе дуэт диджеев. Это бэк-то-бэк от диджея немца и диджея Вогаза. Будет очень круто и весело. А ты знаешь, отличная идея. Я как раз давно мечтал побывать на подобном мероприятии. А сразу после этого, например, завтра, предлагаю пойти в Остинский театр на спектакль «Жених сбежал». Нет, Том, только не завтра. Давай в другой день. Хорошо, мы можем пойти в другой день, например, на спектакль «Черная бурка», который пройдет 23 января. Ну или же пойти в Русский театр на спектакль «Слишком женатый таксист». Как обычно в арт-клубе Infinity обширная программа. 16 января рок-концерт группы Дзио. Это песни собственного сочинения. А 17-го дискотека в стиле ретро под руководством группы Black Velvet. А 20 января, Артем, предлагаю пойти на концерт Магомеда Дзыбова. Конечно, отличная идея. Частенько у маршрутчиков слышу эту музыку. Должно понравиться. Ну и, конечно же, кино. С 15 января во всех кинотеатрах нашего города новая режиссерская работа Анджелины Джоли «Несломленный». Фильм, основанный на реальных событиях. Как бы ни мрачна была ночь и смутны наши надежды. Новая цель на 4 часа. Свет всегда озарит тьму. Пойдешь дальше той же дорогой, кончишь бездомным бродягой. Тренируйся. Будь упорнее остальных, и ты победишь. Если выдержишь, то своего добьешься. Ты сможешь, Лу. Надо только в это поверить. Папа и мама верят в тебя. Я тоже. Луи, один миг боли стоит целой жизни славы. Есть! Это конец. Мы еще живы! Кто? Господи, спасешь меня, и я посвящу тебе всю оставшуюся жизнь, клянусь. Вперед, Луи! Если выдержу, своего добьюсь. Если уронит, пристрели его. Давай. Также сегодня в 18:00 в IQ Cafe будут играть в игру «Остров страха». Эта игра похожа на мафию, но немножко отличается. Каждое утро проходит какое-то действие, у каждого персонажа свои предметы, которые влияют на дальнейшую его судьбу. В общем, интересно, мы же любим такие вещи. Думаю, стоит пойти поиграть. Скоро в Доме кино пройдет очень крутое мероприятие. Нам с тобой, как любителям хороших фильмов, нужно обязательно побывать на Ночи кино. Там пройдут фильмы Джима Джармуша, Вуди Аллена и Альфреда Хичкока. Сегодня в гостях у видеофиши участник команды V7 Club Антон Урусов. Привет, Антон. Привет, Артем, привет, Тома. Начнем по порядку. Расскажи, пожалуйста, про начало становления твоего творческого пути. С чего ты начинал и как попал в команду V7 Club? Мой творческий путь начинался ровно 14 лет назад, когда в возрасте 10 лет я попал в цирковую студию Арлекино. Кстати, всем ребятам привет. Там я начал увлекаться акробатикой и воздушной гимнастикой. Акробатики мне оказалось мало, как мне на тот момент казалось точно. И волею судьбы меня занесло в танцы. После этого порядка 10 лет я очень серьезно увлекался танцами. В какой-то момент я понял, что это не просто увлечение, а уже часть жизни, а в дальнейшем может быть и вся. Вся команда South Kings на сегодняшний день является участниками группы V7 Club, практически вся. То есть мы танцевали, пришел момент, когда захотелось чего-то нового. Первая песня, которая была написана исключительно для себя, для своих друзей, и написана достаточно случайно. Изначально это было только на этом уровне, хотелось делать для себя, просто для души.
И так весь путь и начинался. Что влияет на твое творчество и на тебя, как на музыканта? Всегда есть момент у каждого человека, когда в тебе скапливаются какие-то переживания, позитивные эмоции, негативные, неважно. То есть эмоциональный уровень, он всегда присутствует, он всегда есть. Этот эмоциональный уровень порой зашкаливает. Приходит момент, когда в тебе скапливается столько всего, чего ты не можешь сказать людям напрямую в силу определенных обстоятельств. Есть вещи, о которых ты никому не расскажешь. И для меня лично нашелся выход – написать что-то. Расскажи, как сейчас обстоят дела у The Seven Club, чем вы сейчас занимаетесь, к чему готовитесь? Сейчас ведется работа над вторым альбомом «Голос улиц». Ведется работа над съемкой нескольких видеоработ. Кстати, в ближайшее время вполне возможно, если все пойдет по плану, предположительно в феврале пройдет большой концерт The Seven Club у нас в родном городе, в городе Солнца, в Дворце культуры металлургов. Но побольше информации будет немножечко позже. Но ты немного темнишь. Мы знаем, что ты скоро открываешь свой театр поэзии. Расскажи об этом поподробнее. Да, на самом деле в рамках The Seven Club существует еще один проект мой. Это экспериментальный театр поэзии. Называется он «Натюрморт». Проект, который на самом деле... Театр, наверное, немножко неправильное слово, но пока более подходящего не было найдено, да. Экспериментальный театр поэзии «Натюрморт». Что он из себя представляет? Это театральные постановки, но все монологи, все диалоги, все происходит в рифмованной форме, формат выступления. Постановка приблизительно 15-20 минут длиной, длительностью минут 15-20. И в эти 15 минут укладывается целая история жизни нескольких человек. И абсолютно неважно, в каких условиях именно. То есть очень много психоделических моментов, которые с реальностью абсолютно никак не пересекаются. Тони, вы с ребятами из The Seven Club любите отдыхать. Какие заведения посещаете? Буду честен. Любимых мест как таковых нету. То есть я не могу назвать какое-то место любимым. Но при этом я не могу сказать, что есть место, которое я не люблю. Отдых не в заведениях, отдых не на природе. Отдохнуть прекрасно можно дома. Все зависит от людей, которые рядом с тобой. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? На самом деле я бы встретился с человеком, его зовут Джордж Карлин. Это американский стендап-комик. Он умер уже достаточно в возрасте, но до последнего дня давал концерты. Я бы на самом деле просто хотел ему руку пожать и сказать спасибо. Тони, мы тебя позвали в афишу не потому, что ты мой одноклассник, а потому, что ты талантливый парень. Спасибо, что пришел, и надеюсь, что у тебя все получится, что ты запланировал. Ребят, спасибо за то, что пригласили. Очень приятно было сегодня с вами пообщаться.